Имам Аш-Ширази, да помилует его Аллах, сказал: «Как-то раз ночью я бодрствовал с отцом, а люди вокруг нас спали. Тогда я сказал: никто из них не встает, чтобы совершать 2 ракаата молитвы. На это мой отец ответил: о сын, если бы ты спал, не вставая на намаз, то это было бы лучше для тебя, чем говорить о людях. Твоя правильность не дает тебе права насмехаться над отклонениями других. Не смотри на грешника с высокомерием, а ведь сердца людей находятся во власти милостивого, и Он переворачивает их, как захочет. Если Аллах выбрал тебя для своего прямого пути, то это не потому, что ты какой-то особенный или из-за твоей покорности Ему. Нет, однако это милость Аллаха, коснувшаяся тебя, и которая может быть отнята в любой момент. Поэтому не обольщайся своими деяниями и поклонением, и не смотри с пренебрежением на тех, кто сбился с пути Аллаха. Ведь если бы не эта милость Аллаха, то и ты был бы на их месте. И не смей думать, что твоя стойкость на правильном пути является твоим личным достижением. Ведь Всевышний Аллах сказал своему пророку, лучшему из людей, мир ему и благословение Аллаха: «Мы поддержали тебя, когда ты готов был уже немного склониться в их сторону. Так что же говорить о тебе?» Умар ибн Абдиль-Азиз, да помилует его Аллах, сказал: «Мы застигли первых мусульман общины Мухаммада, алейхиссалату вассалям, и они видели поклонение не в посте и в намазе, а в сохранении языка от затрагивания чести людей. Выстаивающий ночи и постящийся днем окажется банкротом в судный день, если не будет удерживать свой язык».